3 площадки. Вот такая прекрасная беседка там стоит, 3 беседки таких. Стоят мангалы, и весь этот комплект, одна площадка воспринимается, она облюбленная туристами. Адам Альсагов, директор Международного экологического форума общественных организаций МАГАС-2021, рассказывает главе региона про успешно реализуемый в Горной Ингушетии проект «В гостях у гор», который ориентирован на экопомощь окружающей среде. Он предусматривает установку в зоне отдыха беседок, лавочек, емкостей для мусора и зафиксированные мангалы. Я считаю, что в этом плане вы молодцы. Вот это и нужно, понимаете? И это даст плоды свои. Вы просто минимизируете загрязнение. Мы в этом году планируем построить минимум 30 таких площадок. 30. Мы понимаем, что где, к примеру, были разведены огни, значит, это место облюблено туристами отдыхающими. Значит, там нужно благоустраивать. Там, где и так отдыхают, нужно это, но чтобы это не было кустарным образом. Планируется такая работа. Надеюсь, это тоже войдет в рамках нацпроекта «Туризм». Нам площадки, если будут выделены подходящие, мы с радостью будем их благоустраивать на территории Горной Ингушетии. Также Махмуд Али Калиматов ознакомился с еще одним не менее полезным для экологии проектом. Тагир Муталиев рассказал о бактериальном препарате для очистных сооружений. Руководитель региона обещал оказать активисту поддержку и поручил провести по этому вопросу совещание. Уже после выставки глава Ингушетии поприветствовал участников масштабного экофорума, отметив, насколько важно беречь природу. Экологию надо защищать, потому что нам досталось такое богатство. Всевышний за 7 дней нам весь мир построил. И воды, и океаны, и землю. Все дал нам. Но сегодня экология как беспризорница. Она впитывает в организм матери, отца, последующих детей. Впитывает всю ту гадость, извините за выражение, которая в последующем отражается на последующем поколениях. Поэтому настолько важно, что вы сегодня собрались и обсуждаете эти вопросы. Природа сама старается, но она надрывается уже. Она надрывается, она воспроизводит, потом жухнет, потом листву дает, потом гумус, потом вода там, паводок идет, он вычищает, а мы опять заполняем ее. Понимаете? Но она же куда-то уходит. Всем же не секрет, что у нас уже рыба с океанов в составе там, по экспертизе, там уже пластик. Какой-то части, какой-то, может быть, 0,00, какой-то тысячный там процент. Но все-таки уже, понимаете. Поэтому сегодня то, что вы будете обсуждать, будете делать, в будущем зависит многое. Махмуд Али Калиматов заверил, что поддержит ребят во всех начинаниях. Главное, чтобы их проекты и идеи приносили результат и пользу. У нас министр молодой, природоресурсов, и команда у него хорошая. Я думаю, что у него получится. И я буду, как глава республики, экологическим проблемам относиться архисерьезно, потому что так жить дальше нельзя. Мы ничего не оставим будущему поколению. Также с участниками форума пообщался и Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса России, который отметил, что небрежное отношение к экологии очень скоро может дорого аукнуться нам. То, чего мы набрали от природы, все, сегодня нужно ремонтировать и отдавать долг природы. Мы понимаем отчетливо, что сегодня это дорого, но если мы не будем заниматься этим, то завтра это будет еще дороже. А послезавтра это будет уже, простите, поздно. На 4-дневном международном экологическом форуме общественных организаций ребятам нужно выработать механизмы для решения самых острых проблем, стоящих перед экологией. Всего на форуме собрались участники из 40 регионов России, представители 12 зарубежных стран, таких как Алжир, Египет, Сирия, Кот-д'Ивуар, Куба и не только. Это руководители и члены экологических организаций, волонтерских движений и госструктур. Мне кажется, что нужно подкорректировать расчеты, потому что по числам я знаю, что вот столько-то, столько-то денег уходит на это. И вот мы прошли круг, и у вас уже готова стать смета, понимаете? Участники разбились на команды. Им необходимо за все время форума разобрать 4 кейса, которые разработаны совместно с Минприроды региона. Кейс — это означает специальные задания, задачи, которые стоят перед нашим регионом. Те точки, в которых нам нужны новые идеи, какие-то предложения. И сами участники предлагают это.
Речь идет о таких проблемах экологии в регионе, как снижение пищевых отходов и твердого мусора, лесовосстановление, бездомные животные и развитие экотуризма. Согласно посланию президента и согласно развитию туризма в России до 2025 года, мы развиваем въездной и внутренний рынок туризма. Республика Ингушетия обладает громадным потенциалом, есть очень большие интересные ресурсы, которые можно предложить, но очень хотелось бы, чтобы туристы, которые приезжали, при этом относились бережно к природе. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за то, что пригласили, потому что эта площадка для меня новая в сфере экологии. Я занимался общественной деятельностью, но именно в сфере экологии у меня опыта нету. Я бы хотел посмотреть у ребят, получить опыт. А вот Кристофер Чикай приехал из Кот-д'Ивуара. В Ингушетии он впервые. Здешняя природа и горы очаровали парня. Эмоции зашкаливают. Я просто, вот один слово, вау. Просто сначала природа. Прям это горы, все эти мне очень приятно и нравится. Когда я проснулся у себя в номере и смотрю такой вид, это прям вау просто. Мне очень нравится тут быть. И люди тут прям добрые. И очень еще вкусно готовят. Это первый экологический форум такого масштаба. Он проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства природных ресурсов и экологии региона. Этот форум необходим, потому что мы знаем, что сейчас из-за остростоящих проблем, это проблемы, которые непосредственно экологии, и президент страны Владимир Владимирович уделяет этому особое внимание. В рамках нацпроекта экологии уделяются огромные средства. Глава республики Махмуд Алимак Шарипович Калиматов также уделяет пристальное внимание. Каждый объект, который открывается, также проверяется на локальные очистные сооружения. У нас постоянно в правительстве проводятся совещания по водоохранным зонам, в том числе и руслам рек. Мы проводим масштабно субботники, и сегодня представитель руководитель дирекции «Вода России» Илья Андреевич Разбаш также подчеркнул, что с момента создания данной акции с 2014 года мы являемся непосредственно каждый год победителями этой акции. Также площадку официально внесли в Книгу рекордов России как самый высокогорный экологический форум в стране. 1250 метров над уровнем моря. Рекордсменом является Международный экологический форум МАГАС-2021, организатор Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. Поздравляю! Спасибо. Но это не единственный рекорд. Еще один будет побит волонтерами 9 июня, которые планируют устроить самый массовый пикник на высоте более 1500 метров над уровнем моря у подножия горы Цейлам. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.